Чемпионаты и первенства мира и Европы, олимпиады, межрегиональные и окружные соревнования. Триумф на всех этих турнирах приходит не сразу. Дорога к спортивному Олимпу сложная и тернистая, и не у каждого получается дойти до вершины. Дзюдо, бокс, борьба, самбо, панкратион, ММА. Неважно, в каком виде спорта ты выступаешь, результат в какой угодно дисциплине радует твоих земляков. На прошедшем недавно открытом лично-командном турнире по рукопашному бою памяти сотрудников правоохранительных органов СКФО в рамках акции «Молодежь против терроризма» выступали представители бойцовского клуба в Войнах, расположившегося в Назране. От клуба в Нальчик на турнир поехали 4 его воспитанника, но только у одного получилось дойти до финала. Адам Аушев провел в рамках соревнований 4 схватки и одержал победы в 3 из них. Давайте посмотрим, как сложились поединки для нашего земляка.
После заслуженного второго места на турнире Адам вместе со своими одноклубниками и тренерами вернулся домой. Провести работу над ошибками и выступить на следующих соревнованиях еще лучше. Вот задача, которую ставит перед собой ингушский спортсмен. Про прошедший турнир, в котором ты принял участие, как он для тебя сложился, как ты оцениваешь свое выступление, сколько схваток ты провел вообще? Оценивал свое выступление в нормальную сторону. Провел 4 схватки. В первом схватке выиграл чеченца досрочно, второго кабардинца выиграл с явным преимуществом. С третьей тоже так, финальным стал ход с краем с бойцом. Там 8-6 так проиграл. Вот наши многие тренеры говорят, что нашим ребятам вам не хватает, скорее всего, опыта выступления на таких крупных турнирах, чтобы золото все-таки добираться до золота. Как ты считаешь, может опыт сказался, может ты сам считаешь, что физически был хуже готов, или что это, по твоему мнению? Ну, физически был я готов, если честно, опыт не хватило. Там правила другие. Что касается вот сегодняшних твоих тренировок, готовишься ли ты к чему-то конкретному или просто поддерживаешь пока форму, не готовясь к какому-нибудь турниру? В конце месяца, думаю, будет турнир хороший по Панкратиону. По-моему, туда поеду, иншаллах. Что касается вот твоих партнеров по залу, насколько тебе важно вот взаимодействовать с ними, с твоими тренерами, которые подсказывают тебе, как правильно нужно тренироваться, какие фишки может изучать, насколько тебе важно с ними в тесном контакте находиться? Для меня очень важно соперники и одноклубники. Готовлюсь, опытный есть, например, Муса Хамхоев, с ним работаю, с тренерами, даже Хамзат Аушев, вместе иногда с ним работаю тоже. Что касается вот планов на будущее, нет ли у тебя перспектив, так сказать, перейти в ММА, не собираешься, или все-таки будешь продолжать пока самбо, рукопашка, панкратион? Нет, дальнейший план есть, иншаллах. Да, конечно, у тренеров есть план для меня. Конечно, будем выступать. Под чутким руководством тренера клуба его воспитанники усердно тренируются, готовясь покорять новые высоты. Здесь воспитано немало именитых спортсменов, но цель все еще остается неизменной – быть лучше во всем. И касается это также и количества побед на престижных турнирах. Ну вот за последнее вот у нас буквально вот с 10 числа проходил турнир в Кабардино-Балкарии. Турнир был по рукопашному бою, очень турнир на таком высоком уровне, где приезжали очень много гостей. Было очень много спортсменов, очень много команд. Команды были со всего Северного Кавказа, со всей России. Такой хороший турнир был. И с нашего зала в этом турнире участвовало 4 человека. И из 4 у нас один вышел в финал и занял серебряную медаль. Что это за спортсмен, который занял серебряную медаль? Как ты оцениваешь его выступление? Чего ему не хватило для финального штурма этого, чтобы золотую заветную медаль? Ну, он провел, в общем, 4 боя. Каждый из этих боев был по-своему очень тяжелый. Соперники были хорошие, на хорошем уровне. Были чемпионы России. Очень такие крепкие соперники были. Каждый бой, как я сказал, был тяжелый. Ну, это наш Аушев Адам, на которого мы полагаем большие надежды. Очень способный парень, трудолюбивый, серьезный, показывает на всех турнирах, на которых мы участвуем, занимает призовые места. И я думаю, в будущем будет нас и впредь радовать более лучшими достижениями. Что касается планов на предстоящие, есть какие-нибудь соревнования, к которым уже готовитесь, может быть, может по ММА, может по другим, по рукопашке, самбо, есть какие-нибудь турниры? Ну, у нас ребята сейчас готовятся на чемпионат России по панкратиону. У нас был недавно прошел тоже пару дней назад, недели назад примерно, был у нас СКФО. Туда ребята выезжали. И сейчас тоже очень много турниров, которые по плану должны быть. И мы сейчас готовимся. Это не один турнир, не 2 турнира, очень много турниров. Всех они перечислены. Что касается мотивации, мы знаем, что мотивация у наших ребят есть, дух у них тоже есть. Как ты думаешь, в чем нам необходимо добавить,
чтобы все-таки еще лучше были результаты? Ну, я думаю, самое главное, у нас все есть, как вы сказали, уже дух есть, характер, это все у нас присутствует в нашем менталитете. Вот чего не хватает, так это дисциплины. Дисциплина – это самое важное, одно из самых важных аспектов для любого человека, который хочет добиться успеха в чем-либо. И в спорте в частности, это посещение тренировок, серьезное отношение к тренировкам, тяжелая работа в зале. Со временем она будет давать свои плоды. Вечером в 6 часов зал бойцовского клуба в Войнах начинает оживать. Своим примером ребята из этого зала доказывают, что и при стесненных условиях можно добиваться результата. А теперь представьте, что будет, если им предоставить новенький зал со всем необходимым спортинвентарем. Работа над выносливостью, отработка ударной техники, грамотная работа в партере и многое другое. Акцент на чем-то одном тренеры здесь не делают. Для спортсмена важно быть развитым всесторонне. И если каждый будет подходить к процессу своей подготовки грамотно, будто он уже профессиональный боец ММА, то успех не заставит себя долго ждать. Планы на ближайшее время также достаточно амбициозные. В рамках прошедшего недавно первенства СКФО по панкратиону на соревнования уже всероссийского масштаба отобралось немало наших ребят. В их числе и воспитанники клуба в Войнах. Как сложится для них предстоящее первенство и с какими медалями приедут домой ингушские спортсмены? Отвечать на этот вопрос рано, ведь в спорте делать прогнозы достаточно рискованно. Но мы поговорили со спортсменами и узнали, как протекает их тренировочный процесс. Расскажи, пожалуйста, про последний турнир, в котором ты принимал участие. Как он для тебя сложился? И к чему ты конкретному готовишься сейчас, может быть? Алхамдулиллах, все хорошо сложилось. По воле Всевышнего первым стал, весовой категории 77. Сейчас подготовка идет к чемпионату России. В городе Нижнем Новгороде пройдет чемпионат России. Вот там и готовимся. Над какими компонентами тренеры говорят тебе сейчас работать больше? Может, это функционалка или все-таки над техникой работать? И как ты думаешь, над чем тебе самому нужно сильнее акцентировать свое внимание? Мы с тренером мы работаем больше по борьбе, защита от борьбы. Так. А выносливости все у меня хорошо. И ударка тоже хорошо. Хороший уровень. К борьбе готовимся. Все. А какая у тебя вообще вот база? Ты базовый борец или, может быть, ударник? Как ты вообще оказался в спорте? С чего ты начинал? По базе я ударник, начинал с этого. С ММА начинал, так продолжил. Что касается вот выступления в ММА, собираешься ли ты оказаться вот именно выступать в ММА? Есть ли у тебя такие планы? И в какой весовой ты себя видишь, может быть, перейдя в М1, если так получится? Будешь продолжать 77 или спустишься? Спущусь, конечно, если по профессионалу буду драться, спущусь до 61 килограмм, до 66 можно. Так спущусь. Что касается вот сегодняшних тренировок, кто твои спарринг-партнеры, насколько они тебе помогают готовиться к чемпионату России, насколько сложно вот протекает твой тренировочный процесс? Спарринг-партнеры у меня Муса Хамхоев, Гагиев Хасан, Аушу Адам. Вот такие с братьями работаем по ударке, по борьбе, подтягиваем технику. Уже не секрет, что совсем скоро стартует еще и чемпионат России по панкратиону. Наши ребята в нем тоже участвуют, отобрались. Что касается вот этого предстоящего выступления, как думаешь, сложится? Сложится ли вообще? Панкратион, да, мы последовательно отработали республиканское первенство, затем участвовали в чемпионате СКФО. Ребята выступили там отлично, в целом показали очень хороший результат, отобрались в большом количестве, как среди юношей, так и среди взрослых.
Единственная проблема, существующая для поездки ребят в количестве, если я не ошибаюсь, не меньше 25 человек команда собирается, если суммировать. У нас даты и место проведения первенства чемпионата по панкратиону объединили в одном месте, в одно время. Это Нижний Новгород с 25 по 29 апреля текущего года. Единственное, в чем нуждаются бойцы и тренера, это финансирование поездки. Финансирование поездки – это сравнительно небольшие суммы, но тем не менее мы пока не имеем такой возможности проспонсировать, профинансировать и отправить. Да не обидно, потому что речь идет об официальной версии панкратиона, речь идет о аккредитованной дисциплине, которая должна была как-то финансироваться, но, к сожалению, факты против нас, возможности Минспорта мы знаем, не секрет, они ограничены по объективным причинам, сегодня такой возможности нету. Да, не такие места, как Кабардино-Балкария, Чеченская республика, там, Дагестан, СКФО, мы как-то выходим из положения, в том числе и при поддержке Минспорта, но уже чуть подальше, в пределах того же Нижнего Новгорода, это уже составляет большие проблемы. Ну, сейчас практически весь тренерский штаб, в том числе и мы, заняты поиском решения этой проблемы. В бойцовском клубе «Войнах» тренируется также и профессиональный боец ММА, представляющий нашу республику. Муса Хамхоев свой последний поединок в рейдже провел в рамках крайней битвы в горах. Тогда решением судей была одержана победа над Александром Кутафиным. Впереди у Мусы еще немало поединков, пока боец усиленно тренируется, передавая также свой опыт юниорам, проводя с ними спарринги и работая в интенсивной манере, точь-в-точь воссоздавая картину, что будет на настоящих соревнованиях. Чемпионат России по панкратиону соревнования кичо ежбы сарыгляться фадер амыш дают цар кичо фрет он сарыгы фудолчна хэтон цар. Да, я иногда подготовил, где-то же дикей, тренер же дикий, что день, два, три раза в тренировку шанит, утром, вечером, так, латкиш прямо, вахамдас абсолютно латкишма. Да, болбуш холштая, чисто проще ты живешь духа, чем просто бег, все. Чисто просто дал мне еще таила, чисто борцовский клуб, просто ты живешь. Аздо клуб мне чисто для кроссфита. Ну ты же духа был без чисто кроссфита на выносливости. У нас уже есть чемпионы мира в самых разных видах спорта. При должной поддержке наши ребята могут буквально горы свернуть. Энтузиазм, спортивный азарт и желание побеждать. Этого всего у наших ребят не отнимешь. Подводя итоги прошедших турниров, можно отметить, что перспективы у нас очень неплохие. Мы выезжали командой и, говоря о том, какая оценка может быть дана ребятам за участие в этом турнире, а турнир был мощный, шикарный, я сравниваю итоги этого выступления с прошлогодним итогом. И считаю, что ребята показали отличное выступление с учетом собственных возможностей и возможностей их соперников. Я вас уверяю, соперники были в каждом весе как минимум по 3 человека спортсменов самого высокого уровня. Одни там фамилии, я даже, честно говоря, не упомнил все, обладатели поясов известных промоушенов, причем являюсь мастерами спорта России международного класса по нескольким дисциплинам. Все эти ребята были в разных весах. Адам, представитель клуба «Война», провел 3 отличных поединка, вышел в финал. Но в финальном поединке так уж получилось, к сожалению, где-то перегорел, где-то не доиграл. И в итоге представитель Дагестана, который представлял, если я не ошибаюсь, ставропольскую команду, выиграл с небольшим преимуществом у Адама. Ну, я думаю, надеюсь, что этот проигрыш послужит Адаму уроком. Я возил при поддержке Министерства спорта Республики Ингушетия, за это хочу не забыть, поблагодарить и Дауда Исраиловича Алхазурова за оказанную поддержку в организации поездки «Наши Нальчик». Я что хочу сказать, все ребята молодые, 18, 19, 20 лет. Такие турниры в пределах Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни, слава богу, у нас мы работаем тоже активно. Вот благодаря нашей турнирной активности, сегодня те, которые поехали в Нальчик, показали то, что показали. Ребята, я уже определенно вывод для себя сделал, что мы за эти несколько лет сформировали из тогдашних средних юношей, 14-15 лет мальчишек, к сегодняшнему дню, когда они уже подошли к возрасту юниоров, а некоторые уже перешагнули в взрослую категорию, мы уже собрали резерв порядка 40 действительно очень хороших бойцов.
причем в разных весовых категориях. Меня это очень сильно радует. Значит, есть будущее, слава богу, что мы не потеряемся, и что мы, скажем так, идем где-то вровень, а где-то, может, немножко отстаем, но, по крайней мере, мы уже в конце не топчемся в сравнении со многими другими регионами в пределах того же СКФО. Это уже очень сильно радует. Впереди еще немало турниров, в которых будут участвовать воспитанники самых разных клубов нашей республики. Неважно, какой клуб они будут представлять, факт в том, что после их победы вверх поднимается флаг Ингушетии.